Село Дачное пригородного района сегодня впервые отправился новый автобус. В нем есть кондиционер, камера видеозаписи, система безналичной оплаты, система подсчета пассажиров, тахограф и система ГЛОНАСС. Но главное, он больше прежнего. Новым автобусам присущ европейский стиль. Они вместительные и комфортабельные. Сразу 43 пассажира могут вместиться в салоне. Для 25 из них предусмотрены сиденья. Давайте узнаем мнение пассажиров. Здравствуйте. Как вы оцениваете новый автобус? Здравствуйте, мне очень нравится этот автобус. В принципе, удобный, много мест. У нас не получалось ходить в колледж, маршрутки «Газели» были забитые, и нам приходилось ходить на такси. Будущий медбрат уверен, что с новым рейсовым транспортом шансы опоздать на пары у него теперь будут минимальны. Доволен обновлением автопарка и частый пассажир автобусов Дауд Дасхоев. В сельском поселении Дачное он живет с самого рождения. По своим житейским делам Дауд Мусаевич нередко ездит в Ингушетию. Считает, что теперь дорога точно будет не в тягость, а в радость. Очень рады. Автобус свежий, большой. Люди хорошо здесь помещаются. Люди успевать будут. Оставаться не будут. Чистый автобус. Всего для Ингушетии закупили 30 новых автобусов марки ПАС «Вектор Next» 4-го поколения. Ключи от комфортабельного транспорта 21 февраля этого года торжественно вручил водителям автоколонны «Ингуш-Транспорт» глава республики Махмуд Аликалиматов. На закупку рейсовых автобусов было потрачено около 260 миллионов рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета, при личном участии главы региона и поддержке первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. Да, действительно, мероприятие оно было долгожданное в плане того, что автобусы должны были быть соответствующего класса. Почему? Потому что у нас пассажиропоток именно в часы пик, он это как раз-таки требует. Сегодня очередная партия автобусов, которые у нас приведены, так сказать, в соответствие нормативное. У нас вышли в направлении пригородного направления сообщения. То есть это у нас будут ряд населенных пунктов, которые мы сегодня благодаря этой закупке закроем. Этот вопрос долгожданный. Новые автобусы уже начали курсировать по загруженным маршрутам в разные районы Ингушетии. В пригородный район сегодня ушли новые машины в населенные пункты Дачная, Майская, Куртат, Карца и Чермен. На очереди остальные маршруты. Жители пригородного района обращали острое внимание о том, что недостаточно транспорта, что людям приходится долго ждать. Министерство национальной политики совместно с Министерством промышленности проводили совместные совещания с нашими коллегами из Северной Осетии, с представителями пригородного района. И результат проведенной работы сегодня мы видим. Очень острая нехватка была. Было пассажиров много, а автобусы, микроавтобусы не удовлетворяли потребностей данного маршрута. Поэтому мы их заменили, мы до Лакова пустили 2 таких автобуса. На Малгобек пустили. Огромное спасибо правительству и главе республики за оказанное содействие в приобретении этих автобусов. Еще одно событие для автоколонны сегодня – автобус в подарок от мецената. Предприниматель, родом из поселка Карца, услышал мольбы местных жителей о том, что одного единственного автобуса на этом маршруте мало, и приобрел специально для них пассажирское транспортное средство. Сегодня Парчиевым Алаудином был передан в дар 24-местный автобус для перевозки пассажиров по маршруту Карца-Магаз. Также он на себя взял обязательства по заправке данного автобуса и техническому обслуживанию. 30 новых автобусов – безусловно внушительный подарок жителям Ингушетии от правительства Российской Федерации. В этих транспортных средствах все сделано для удобства пассажиров. Руководство республики просит жителей бережно относиться к новой технике, беречь ее так, как берегут свое личное имущество. Анастасия Шишина, Мовладгири Ахильгов, Магаз 24.